Засовывает кулак в рот, вопросительно мычит. Всех приветствую, добро пожаловать. Мы сегодня с вами продолжаем главу вторую игры «Дети плесени». В прошлый раз мы с вами остановились, точнее, закончили первую главу, цикл. Сейчас мы продолжаем вторую главу «Загадка», кажется, она называется. Глава вторая «Загадка». Присаживайтесь поудобнее. Как вести ритуал? Как? Как вести ритуал? Как? До Успения лишь 7 ночей, издревле его вели 4 способнейшие ведьмы. Но где сыскать четвертую? Без нее ведь ничего не выйдет. Боюсь и помыслить, что станется с нами, коли оплошаем, ведь стоит смерти пробудиться, она пожрет все живое. Как же мне быть? Сердечко, как назло, опять трепыхается, дышать тяжело, только этого еще не хватало. Главное не обращать внимания, все мигом пройдет. Ни одной идеи, не читая брату, дурная, он-то бы знал, как поступить. Одна точно ничего не решу, правильно ли рассказала, стоит увод искать совета, владыка рек хранит все ответы. Сила сивой настойки, похоже, уже угасает, не помешает вновь возжечь в чреве колдовской огонь. Я как-никак ведьма, куда мне без волшбы? С другой стороны, вчера я рухнула без сил, колдовство меня не пощадило. Съесть колдовскую ягоду, отказаться. Давайте сидим. Ведьмины румяна, наш хлеб насущный. Не забыла ли заговор? Водица свежая, ясная гладь. Бескрайнюю мудрость дай ведьме познать. Внемели словами, что гладь рассекают, ответы яви, пусть они даже ужас внушают, я попрошаю. Дай знать, кому мне обратиться с прошением, кто поймет меня и выслушает, кто даст достойный совет. Яви мне знак, покажи, кто поможет мне в нелегком деле. Ворон. Воробей? Воробей! Фюр, ты ли прилетел помочь несчастной? Вот и знамение, какого я искала, и как только Лира слагает такие заклинания. Ну, родной, подскажи, как поступить отчаявшейся ведьме? Что молчишь? Начирикай уж, я-то пойму. Не глупая, али сам не ведаешь. Ответь же, не подведи меня. Без толку, поверить не могу. Самозванец. Может, все же обратиться к брату? Кто еще протянет руку проклятой ведьме? Тоже считает, что нужно посоветоваться с братом, но как рассказать ему, не поведав ведьминых секретов, не выйдет, и свою душу сгублю, и егоную, 7 поколений, 7 жизней без радости за надлом вечных устоев матери природы, ох. Но не все ли равно, коли сейчас оплошаю, обреку всю деревню, в том числе дорогого брата? Решено, надо бежать к нему, спрошу, готов ли он услышать тайны, готов ли к подобной жертве. Он согласится, по-другому и быть не может. Ведь иначе... Нет, никак иначе. Так, череп. Мой ненаглядный череп. Ох, сколько мудрости прошедших поколений ты мне подарил. Молю, помоги и сегодня. Все, больше мы ничего не можем сделать. Только выйти. Так, карта. О, какой нелегкий путь нам предстоит. В общем, вот это оранжевый ромбик — это мы, а красный — это наша текущая точка, наше текущее задание. Интересно, что там? А туда можно пойти? Незачем мне туда идти. О чем я вообще думаю? Ладно. Нельзя. Нам, в общем, надо как-то... Вот, можно по этой тропинке пойти. Вот так вот. И потом все прямо. Давайте так и сделаем. Так, сейчас где мы? Ага. Так, а тут что?
какой-то это, пентаграмма какая-то или что это? Похоже на как вот в фильме «Кладбище домашних животных», там, где было индийское кладбище. Опа. Так, все, теперь мы можем идти просто. А, мы еще можем ускориться. Прикольно. Маски какие-то в дереве. Непонятные. Так, вот он, походу, да? Над. Кирвь, как всегда, бледная, аки мертвец. У нас исключение искалеченные братья, и те бодрее выглядят. Вот так любезности у тебя. Ах, как не кстати. И правда. Стоило отлежаться дома подольше. Ой, блин, господи. Главное не сдохнуть. Я все вижу, сестренка. Пойдем, покажешься знахарке. Я серьезно. По поводу твоей некровной? Тебе известно? Естественно, ваш вой слыхивали даже у нас в большом доме. Давненько я не слыхивал столько недовольств от нашего брата. Не стоило так сна лишать ребят. Хотя некоторые подумали, мол, сам владыка лес собирает охотничью стаю по нашей душе, дурачье. Не могу и помыслить, каково вам сейчас терять друга, не имея представления, свинитесь ли вы впредь, просто не укладывается на уме. Ты знаешь, я всегда готов помочь. Говори как есть, от родной крови все равно ничего не утаишь. Сколько непривычно просить моей душе ближе повеления. Я отчаянно нуждаюсь в совете, однако, боюсь, мне придется раскрыть перед тобой ведьмину тайну. Я намерена совершить страшнейшее лиходейство, раскрыть тебе ведьмины тайны, дабы спросить совета. Не откажи в просьбе, кровь от крови моей, раздели со мной тяжелейшую ношу. Страшную вещь предлагаешь, сестренка. Для охотника благосклонность судьбы важна, как верное копье. Но прогнившему копью на смену приходит новое, а сестре замены не сыскать. Сперва скажи, достойную ли цель преследуешь? Спасение каждой живущей душе достойна ли по-твоему цель? Вся деревня сгинет, коли я оплошаю. Этого я не могу раскрыть, достойнейший уж поверь. Вечно ты преувеличиваешь, но по голосу чувствую, вопрос серьезен. Не слишком ли тяжелую задачу взвалила на свои хрупкие плечи? Неподъемную, но отказаться я не вправе. Похоже, цель впрямь достойная жертв. Хорошо, помогу в мере своих сил. Пойдем ко мне в избу, зажжем свечи в их дыме, утаим слова от всевидящих владык. Не в моих привычках прятаться от взора богов. Стоит им узреть трусость в глазах охотника, его копье никогда больше не поразит цель. Воля твоя, но я бы поостерегалась. Хорошо, слушай внимательно. Раскрыть тайну. Упоение — важнейший ведьмин ритуал. Обязательно ведут 4 сестры, самые сильные и талантливые колдуньи, но после ухода Эй в круге нас осталось лишь 3, а ни о какой колдовской силе и речи не идет. До ритуала у нас лишь несколько ночей. Как нам быть? Помоги отыскать решение. Только бы тебя посетила хорошая идея, владыка, вот, да посадить в тебе семечко прозрения. А ведь мне все еще предстоит воплотить эту идею в жизнь. Ай-яй-яй! Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 не умирай. Не могу дышать. Нельзя, чтобы брат видел меня такой. Да. Неужели ничего не может быть? Мне же не справиться самой, подвергнуть еще одну душу такому испытанию. Нет, не могу, не посмею. Тем паче в деревне больше никто не доверится мне, проклятой колдунье. Ну что, придумал что-нибудь? Ой, елки. Ой, елки. Не-не-не, тихо-тихо. Не молчи, промолви хоть слово. Черт, 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 не умирай. Тихо, 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 тихо. Ох, фуф. Кажется, стало легче. Верно одно, тебе нужно отыскать новую ведьму, и путь мне видится лишь один. Ты должна обучить кого-то своему искусству.
Что? Ей же придется отказаться от своего назначения. Представь, что ее ждет, отвергнувшую свою природу, переметнувшуюся к презренным ворожеям. Никто не возжелает подобной судьбы. Разве что она была рождена ведьмой. Постой-ка. Быть может, это и есть решение, что я ищу. Хоть это и невероятно, но если хоть одна из нас перерождалась, она будет той, кого следует учить. Такое ведь возможно? Возможно ли? Так или иначе, хоть какая-то надежда в беспробудном мраке. Не соврал воробей, что надо к брату обращаться. Удивляешь, сестренка, ведьмам не дано нового рождения. Кому, как не тебе, это знать? Коли ведьма все же живет, то даже она сама о своем призвании не ведает. Выспрошу у могилки, как-никак ее коса дарует душе освобождение и возможность родиться вновь. Пожалуй, ты права, попытать счастья стоит. Что я могу сотворить в ответ? За помощь непременно воздается помощью. Прости, что поступила так с тобой, обрекла нести бремя тайны. Спасибо за подсказку, Над, владыки, да смилостивится над нами за это лиходействие. Там. Лучше подумай о себе, говоришь так, будто мне одному его на плечах держать. Позаботься о своем здравии, Кирфь. Честное слово, больно видеть тебя в таком состоянии. И прими мои удачи, поможет в поисках. Спасибо, братец, верну удачу, только лишь найду сестру, да укроет земля твои следы. Да укроет земля наши следы. Казалось бы, разгадка и есть, а на душе все равно холод. Быть может, и нет никакой затерявшейся сестры, но за что еще мне цепляться? Так, нам надо назад и по дорожке вот здесь. Так, прямо. Кто там? Кито? Нигде ее нет. Вот же невезение. Поди отправилась корпеть над ушедшими. Может, кто знает, куда? Вот, детвора наверняка что-то видела. А это детвора, мне почему-то показалось, что это бабушка сидит. Здравствуйте, детки. Не видели, куда могилка ушла? Это какие мы тебе детки? Я главный с пекарни, а Просфора вон вообще хозяйка хвойной мельницы. Угу, угу, хвойной той, что у леса стоит. Ты нам не дерзи, а не то мы тебе хлебца-то особого сготовим. Купишь его на рынке, да отведаешь, и вырастут у тебя грибы вместо зубов. Не напугаете, я ем только хлеб, что из муки с гнилой мельницы. Хорошо, отныне буду есть только мясо. А вот это очень даже зря, совсем зря. Мне всегда так говорили. Дескать, будешь кушать много мяса, а родишься коровой. Что ж, хоть кем-то бы родиться вновь. Видели ли здесь служительницу смерти? За могильных дел мастерицу? Видели. Как не видеть-то? Она всегда тут под вязом сидит. И ведь нельзя под вязом-то сидеть. Вяз коварный злодей. Он не любит людей, это все знают. Расскажите, куда она направилась. Ага, а ты сыграй с нами в праздник быка, мы и поведаем, чего знаем. Ежели выиграешь, конечно. Хе-хе-хе. Ох, и дурные же ростки. Ладно, давайте играть. Нет уж, не до игры мне сейчас, и без вашей помощи справлюсь. Нет, давайте поиграем. Расскажите правила. Не умеешь праздник быка играть? Пфф. Смотри, у нас есть 6 животных: курица, теленок, свинья, ягненок, овечка и козленок. Я выбираю 3. Кого и в каком порядке поднесут на праздник быка? Ты должна их угадать. Угадала животное на правильном месте по порядку – это 1 бык. Если оно на правильном месте – это корова. Чего? Если у тебя все 3 быка, ты выиграешь этот праздник быка. А если у тебя 3 коровы, это праздник коровы, и побеждаю я. Хе-хе-хе. Не угадаешь быков с 4 попыток, тоже проиграешь. Итак, начинаем. Я загадал, ты угадывай. То есть сейчас я называю 3 животных. Там что было, получается? Так, я выбираю 3, кого и в каком порядке поднесут. Если у тебя все 3 быка. Так, если у тебя 3 коровы. Так, давайте попробуем ягненок.
курица, свинья. Так, посмотрим. 0 быков и 1 корова. Следующая попытка. А, ягненок это же корова, елки-палки. Курица, свинья, овечка. Так, посмотрим. 1 бык и 0 коров. Почему 1 бык? Следующая попытка. Козленок, свинья, теленок. Так, посмотрим. 1 бык и 1 корова. Последняя попытка. Ни за что не угадаешь. Ха-ха-ха. Курица, ягненок, козленок. 1 бык и 1 корова. Проиграла. Ха-ха-ха. Правильный ответ. Курица, козленок, теленок. Да какая разница все равно. Хотя я сказала ягненок. Ну ладно. Еще раз? Давай. Так, ладно. Ягненок, теленок. Я вообще не знаю. Я просто наугад все тыкаю. О, 2 быка. Ни хрена. Курица, овечка, свинья, козленок, теленок, ягненок, овечка, теленок, курица. Проиграла. Правильный ответ. Ягненок, курица и козленок. Ха-ха-ха. Так, подождите, а там... Ага, это все рандомно происходит. Ладно. Так. Ну, давайте, короче, наобум опять сделаем. Я выиграл. Думал, с тобой поинтереснее будет, с чем с просфорокой. Правильный ответ — ягненок, овечка и свинья. Так и думала. Еще раз. Как его победить? Давайте наоборот тогда. Неумейка. Ай, ладно, короче. Не больно-то и хотелось. Все, отстаньте. Странная игра. Если вы поняли, напишите, как вы это поняли. Здравствуй, не проходила ли мимо могильная жрица? Проходила. Побрела мимо и повернула у врат чертога в сторону большого колодца. Благодарю. Ой-ё. Так, нам надо, значит, вниз. Нет, я и шагу туда не ступлю. Глаза мои не видели проклятого черту. Она туда не хочет идти. А как? Надо как-то каким-то обходным путем идти, что ли? Так, ну тут брат стоит. Мы его можем обойти. Хорошо. Ну-ка, калека. Что с тобой стряслось? Сама, что ли, не видишь? Попался я. Вор? Руку секут за кражу. Очи колют стоит лишь узреть запретное. Попался? Все тебе надо знать, да? Иди прочь. Своровал чего? Своровал. А тебе-то что? Очи ворюгам не колют. Этот негодяй на девичий берег бегал подглядывать, да еще и вещи таскал. Срамота. Мерзость какая. Знал, что туда мальчишкам нельзя. Не побоялся. По делам. Ты кто такой? Какое тебе дело? Уже никто. Все бесполезно. Вот какой из меня теперь портной. На 2 жизни остался без глаз. Кинь клыков, коль не жалко. Нет уж, сам испортил судьбу, сам и исправляй. Вот что бывает с каждым, кто решится пойти дорогой лиходея. Кстати, вообще прикольное наказание. Но это, конечно, очень жестоко, но очень даже поучительно. Прям вот так вот надо поступать со всякими извращенцами. Так, ага. Мы можем пойти вот сюда. И потом вот сюда еще. Здравствуй, не видела ли могильной жрицы? Дубовая невеста. Нет, ее здесь не было.
А этот кто? А, с ним нельзя поговорить, ладно. Мгм. Здравствуй, не видела ли здесь могильной жрицы? Ты глупенькая, да, или тоже незрячая? Ах, опа, парнишка, синица. Помоги, на меня сестрица твоя гадюка с глаз навела. Вот так прямо глаза вытаращила и навела. У меня внутри аж все ворочается. Дурень верит в силу злого глаза. Вот же бестолочь. Впрочем, от легких клыков отказываться не стоит. Чем уплатишь? С меня спросу нет, клыки все растратил на обереги. Значит, и нечего мое время тратить. Я не стану колдовать за даром. Ты знал, что с глаз байка для дураков? Ну, пожалуйста. Так, так и быть, сниму с тебя заклятие. Короткого заговора ему хватит или разыграть перед ним сценку? Засунь себе кулак в рот. Издеваешься, что ли? Ты хочешь от глаза избавиться или нет? Ладно, это не обязательно. Засовывает кулак в рот, вопросительно мучит. Закрывай глаза, обернись, нашептать заговор. Закрывай глаза. Так, обернись. Угу. Нашептать заговор. Гневное око всю душу изжигает, горечью мысли твои наполняет. Горящие очи тебе я погашу, от силы тлетворной навеки защищу, злодея прощу, а тебя отпущу. Настанет день, я отомщу. Готово. Вот, спасибо тебе, ворожей, выручила. Так прямо и чувствую, как исходит из меня все дурное. Проси, чего хочешь. Не видел здесь могильную жрицу? Видел, прошла мимо дуба и по мостку через нуженку. Благодарю. Опа, она переместилась, смотрите. Что он туда-сюда бродит, ходит? Ой, еще с этими можно поговорить. Здравствуй, изыди, проклятая ведьма. Но, кыш, или хочешь, чтобы я братик позвал? У него с колдуньями разговор короткий. Ну ладно. Дубовая невеста? Уж она-то не прогонит ведьму из презрения. Как-никак их цель служения и людям, и богам в равной степени. Их желуди — символ стремления к жизни. Здравствуй, встречала ли здесь могильную жрицу? Да, она проходила с парой охотников через реку аккурат в полдень. Ты бы не ходила туда, у них руки были в крови. Спасибо за предостережение. Так, будем идти все прямо и прямо. Да, нам надо по мосту. Так, а это кто? Не подскажешь, куда могильная жрица направилась? Конечно, проходи мимо этой гнилой избы и поворачивай направо к старым зарубкам. Это гнилая изба вообще-то мой дом. Ну, в хорошем смысле гнилая. Ой, не могу. Реально, это же ее дом. Блин, мы сделали такой круг огромный. Что это за выражения такие цепляют на деревья странные? Это чей дом? Дом матери первой из новозрожденных, поросший и забитый. Однажды в нем вновь возгорится жизнь когда-нибудь. А, вот она, наконец мы тебя нашли. Здравствуй, труженица. Ох, и обыскалась я тебя. Я была подумала, ты заблудилась. Ха-ха-ха. Чего надобно? Пришла вопрос тебе задать. Ба, загадку опять? Знаешь же, что у меня с ними неладно. Нет, не загадку. Ты у нас знаешь обо всех перерождениях? Ну да, каждого ведь касаясь своей косушкой. Без того бы и не рождалась, хе-хе. Но учти, я не все про все их, не все, при все их помню. Так, только мудрецы звездочеты умеют.
Боюсь, убедить тебя будет непросто. Как бы поступиться? Мне очень... Ой, господи, что такое опять? Известно ли тебе, как владычица запретила ведьмам перерождение? Это этот... получается, прогресс, да, чтобы ее переубедить. Ага, я тогда еще ходила с черными косичками. Конечно, тяжело помнить, что случилось 2 жизни тому назад, но старшая мне обо всем поведала. А чего тебе это понадобилось? Знать хочу, могло ли быть, что одна из ведьм вернулась к жизни вопреки ее ультиматуму. Думаю, одна из нас смогла переродиться. Касалась ли ты своим орудием тела почившей ведьмы? Первой ведьмой умерла моя мать, Ива, ведь так? Ага, в день, когда убили всеми любимую Аплуцию, благую владычицу, народ умертвил ведьму Иву, которая предрекла великой смерть. А как могло быть иначе, ведь воцаренная Адехина указала ее виновницей. Неправда, Адехина лично приказала убить Иву, воспользовалась пророчеством ведьмы о скорой гибели Аплуции и бросила на нас всю вину. Ты помнишь ее? Помнишь свою маму? Нет, ничего не помню о ней. Помнишь? Помню лишь то, что поведали мне о ней сестры, одни лишь истории. Я тоже мамы не помню, но таков уж мой удел служительницы. Говорят, мол, я несу раннюю гибель родным, потому они обязаны бросить меня и навсегда забыть, вот так. Я их не виню, это я виновата, что веду за собой недобрую судьбу. Правильно, нет смысла винить их, что им еще остается, никогда не стоит гневить судьбу. Нет, им не стоит бросать дочь даже под страхом ранней мены. Наверное. Могло ли быть, что Ива вернулась к жизни вопреки велению владычицы? Даже и помыслить страшно. Душа Ивы так и осталась заперта в бездыханном теле. Ой-ой-ой, нет, елки, нет, черт. Ладно, блин. Ты чего, Кирф? Нельзя такое спрашивать. Это вообще-то ужасная тайна, так что не буду говорить, извини. Тайна? Ага, тебе знать никак нельзя. Не может быть тайны там, где ничего не произошло. Быть может, ведьма и впрямь вернулась. Готова на что угодно, лишь бы выведать этот секрет. Но подставлять милейшую подругу под удар, а я ведь дура и не подумала, что для нее это под запретом. Мне тоже нынче пришлось поведать другому свою тайну. Вот скажи мне, разве не должны мы, ведьмы, владеть знанием обо всем, что касается нас самих и наших сестер? Ой, блин! Быть может, ты и права. Тогда расскажи же, я должна знать. Боится? И как мне ее убедить? Так, давайте думать. Мне тоже нынче пришлось поведать другому свою тайну. Если хотя бы одна ведьма переродилась с того злополучного дня, она ведь не ведает о своей судьбе. Прости, не стоило тебя мучить с этими расспросами. Это же нельзя, никак нельзя. Ужас, как тебе такое в голову взбрело? Другого пути не было. Благо я другой путь знаю, если сама о себе не думаешь. Тогда уж я тебя уберегу от этой дурности. Нет уж, незачем меня беречь, с удовольствием отдала бы свое здоровье, только бы мне открылось имя сестры. Неужели обязательно нужно навредить другим? Если хотя бы одна ведьма переродилась так, скажешь, подруга, ты мне или нет? Прости, не знаю. Ей приходится жить чужой жизнью, подумай хотя бы о ней. Кирф, я не могу, нельзя мне про Иву говорить. Да елки-иголки, владыки, что же я натворила? Не получилось переубедить. Точнее, этот. Прости меня. Было дурно просить о таком, как мне искупить перед тобой вину. Я никогда больше не стану просить о подобном, обещаю. Не делаю ли я хуже, нарушая молчание, и так уже натворила дел. Знаешь, поднимается, утирая слезы. Я всегда сомневалась, могу ли поведать эту историю. Я ведь и поныне не знаю, запрет на это или нет. Так и быть, Кирфь, откопаю для тебя эту тайну. Сердечко вновь застучало, прерывисто, дурной знак.
Когда моя наставница говорила о прошлых воплощениях, она вновь и вновь повторяла эту историю. В день, когда убили всеми любимую Аплуцию, благую владычицу, народ умертвил ведьму Иву, которая предрекла великой смерть. Мама, до сей поры не верится, как они поступили с тобой. Тем днем я освободила душу бедняжки Ивы, хотя толпа все пыталась и пыталась помешать. Неужели? Значит, она должна была вернуться, должна была родиться вновь. Не знаю. Ее душа освободилась, но воля великая способна ли владычица запретить душе поселиться в нераскрывшейся семечке? Пожалуй, что так. Не верю, я так близка к разгадке. Неважно, мать жива, я не смею думать иначе. Это наш шанс, единственная надежда на хороший исход. Нет у владычицы такой власти, не верю. Жизнью повелевает одна лишь земля-мать. А может и так. Выходит, она и вправду может быть среди нас, и при этом не знает, что ей уготована судьба ворожить? Ежели все так, как ты говоришь, то да, неоткуда-то ей знать себя. Бедняжка даже не сомневается в своем имени. И я стану ее наставницей, научу нашим искусствам. Ох, сердце отзывается трепетом в предвкушении. Даже выразиться не могу, как я тебе благодарна. Ты молодчина, спасла нас всех. Не могу и помыслить, что бы я без тебя делала. Спасибо за помощь. Спасибо. Эта улыбка согревает мне душу. Исцелит ли она покалеченное сердце? Проси, что пожелаешь. Хочешь, я удачу тебе наведу или духов заговорю, они тебя оберегать будут. Хочешь, теленка пожертвую во твое здоровье. Можно хлебушка свежего? Мало мне клыков, чтобы и себя, и подопечных моих прокормить. Можно? Вот, держи, на целый каравай хватит. Я пойду, да укроет земля твои следы. Укроет, укроет. До сих пор не верится, мы спасены. Вот сестры обрадуются, наконец, хоть какая-то отрада для злодеек-ведьм. Но если я заблуждаюсь, что если обучу тайным искусствам чужую, прокляну невинную душу? Готова ли я пойти на такое лиходейство? Деяние и впрямь достойное вечного забвения. Стоит ли сестрам знать о сомнениях, что терзают меня? Нет, совершенно точно не стоит. Сомнения вон. Итак, мама, живи. Жива. Дни возрождения и неследуемые имена отмечают писарь в своих свитках. Что ж, надо отправляться к нему, к надежде узнать, кем уродилась моя мать. Она должна быть первой же девочкой, рожденной в третью луну после своей гибели. Все еще тяжело поверить, что это происходит. Так, куда нам сейчас надо? О, путь будет не близким. Обязательно надо через мост пройти. И потом куда там? Так, мы можем пройти все прямо и потом повернуть. Так. Ага. Сейчас мы можем здесь повернуть, да? Ага. Так, теперь мы можем повернуть здесь и пойти вот так. Угу. Ну, здравствуйте, писарь. Еще и ведьмы мне здесь не хватало. Ненавидишь весь ведьмин круг? Когда чернокнижница приступает порог, жди пожара или чего похуже. Всю жизнь терплю такое отношение, но сейчас именно оно может погубить сотни душ. Не суди так строго, мне очень нужна твоя помощь. Ну давай, излагай, что тебе тут вдруг понадобилось. Мне нужно знать одно имя из свитков перерождений, потому как... Постой, ты хочешь, чтобы я просто так прочел тебе, чернокнижницы, священные пергаменты, имена из коих дозволено знать только... Да, ведьмам даже это знать запрещено. Экая наглая дрянь посмела заявиться.
Ты не ведаешь, насколько это важно. Пошла вон, выметайся, поганая девка. Что, не боишься меня? Прокляну, ведь и глазом не поведу. Поганая девка, договоришься у меня, молить будешь о милости, как заколдую, будешь рыдать и сокрушиться. Не первый такой. Так ты, мерзавка, еще и угрожать вздумала? Сейчас получишь розгой по щекам. Посмотрим, как запоешь. Не уберешься сейчас же, силой тебя вышвырну. Так, поднять руку на деву. Думаю, даже такой бездумный баран, как ты, понимает, что последует за разлад. Погляди на себя, только перо и способен поднять. Кого ты такой силой затращить? Да, затращать решил. Ужели, владык, не страшишься? Какая из тебя дева? Ты же фригильная дрянь. Фригидная. Фригидная? Что вообще за слово такое? И владычица уж точно не станет тебя защищать. Скажу еще, что письмена воруешь. Кому она поверит, как считаешь? Даю последний шанс, выметайся. Наслать недуг. Знаешь что, я тебя не боюсь. Ты только что нажил себе страшнейшего врага. Уже предвкушаю, как нашлю на тебя столько недугов, что и не сосчитаешь. Напросилась, выталкивает Кирфил из дома. И даже не думай воротиться, увижу еще раз рядом, покалечу. Так, увидишь, увидишь. И что теперь? До свитков меня не допустят. Даже если стащить их, все без толку. И почему ведьмам не дано читать? Владыки, что же со мной творится? Столько дурного за день учинила. Еще и лиходейство посмела замыслить. А ведь свитки для меня сможет озвучить Аклет, мудрец. Вдобавок он сохранит мою тайну, как и подобает звездочетам. Главное, чтобы меня никто не заметил с письменами. Ведьму, небось, сроду не видывали, держащий в руках пергамент. Значит, утащу их ночью. Воровство, что дальше, Кирф? Обман, убийство? Владыки тщедушные. Неважно, главное, Ива живет. Я найду тебя, чтобы мне этого не стоило. Мы завершили с вами главу 2 так быстро. Глава 3, имя. Но это мы с вами уже продолжим в другой раз, в другой серии. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Все, всем спасибо, всем удачи, всем спокойной ночи. Все, пока-пока-пока.